Итак, мы продолжаем серию мастер-классов в рамках проведения 20-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Конкурс, к большому нашему сожалению, второй раз проходит в дистанционном формате, вернее, конкурсное прослушивание. Но мы имеем такую великолепную возможность и здесь, в Краснодаре, уже в очном формате, провести несколько мероприятий. Ну, во-первых, 24 марта, позавчера, здесь состоялось открытие конкурса концертом членов жюри и лауреатов конкурса прошлых лет. Замечательный концерт в сопровождении оркестра, премьер-оркестра, Краснодарского премьер-оркестра и в том числе в сопровождении наших замечательных концертмейстеров, пианистов, профессионалов, которые тоже приехали сюда из Санкт-Петербурга. Один из этих концертмейстеров, пианистов Анатолий Кузнецов. Замечательный человек, талантливый, опытный концертмейстер, который является членом жюри нашего конкурса и который сегодня провел мастер-класс. Какой мастер-класс? Это 2 дня таких насыщенных мероприятий, когда наши члены жюри делились своим опытом, своим мастерством, могли что-то сказать нашим юным участникам, педагогам. И, наверное, это самое главное, то, что должен нести конкурс. Мы должны друг у друга набираться опыта. Да, наши участники с вами, наши молодые, юные вокалисты, возраст участников конкурса от 9 до 21 года включительно, они, безусловно, приезжают, поют, делятся впечатлениями. Ну, это я сейчас говорю о том, чего мы лишились из-за нашей пандемии. Но, тем не менее, даже сегодня вот эти 3 замечательных дня, открытие конкурса и 2 дня мастер-классов позволили нам многому научиться и, наверное, обрести каких-то новых друзей. В этом красивом зале на Красной 18 мы проводим мастер-классы. И сейчас я хотел бы предоставить слово члену жюри нашего конкурса Татьяне Александровне Мальцевой. Она сама из Краснодара, профессионал с большой буквы. Ну, коллеги знают ее, представление особо не нуждается. Пожалуйста, Татьяна Александровна, вам слово. Спасибо большое. Я хотела поинтересоваться, у нас кто-то из Сочи, да, есть вы, да? Так. Ну, тогда как мы поступим? Мне сказали, что вы очень торопитесь, да? Тогда, у вас электричка. Ну, давайте тогда я не буду делать никакого вступительного слова. Единственное, что я хочу всех поприветствовать. Очень рада тому, что имею такую честь и в таком составе быть членом жюри. Это очень ответственно. Вот, некоторым, наверное, некоторые задают вопрос, почему именно дирижер-хоровик попал в такой конкурс. Но я считаю, что дирижер, хоровик, мы, в общем-то, все должны быть такими умными, наверное, как теоретики, петь так, как вокалисты. Конечно, до них мы не дорастем, до вокалистов, но, тем не менее, в педагогическом смысле мы, конечно, много чего понимаем. Вот, и имеем дело и с детьми. Я сама с 81 года работаю, и моя специфика – это мальчики, юноши, переходного возраста, мутационного периода ребята и уже взрослые мужские голоса. Вот, специалист по мальчикам, так скажем, чтобы было понятно. Об этом знаю практически, мне кажется, все. Погружена в эту сферу очень глубоко. Знаю специфику работы с мальчиками и более взрослыми юношами и так далее. Мы попозже с вами познакомимся с этим. Я вам подробно расскажу. Сейчас присутствует наш студент, он у меня в классе дирижирования учится, Александр Бабаев, а в классе постановки голоса учится у Натальи Сергеевны Шарлуян. Вы его видели сегодня с Евгением Онегиным. Вот. Упражнения покажем, специфику работы покажем. Вот. А сейчас мы приглашаем наших уважаемых гостей. Давайте мы с ними тогда разберемся сейчас. И потом уже отправим их на электричку, а дальше уже сами будем работать. Что вы будете исполнять? Эдвард Григ в челне. Есть ли у вас ноты, чтобы для меня? Спасибо. Море вьет
Ну вот, смотрите, сейчас мы услышали частную, да, куплетную форму. Вот скажите, вы ставили себе задачу, как-то все это от текста вы исходили? Конечно. Да. И что? Я вот, например, не услышала, может быть, зрители услышали, слушатели, что-то изменения какие-то в куплетах. Наверное, это прежде всего, да, нужно ставить себе такую задачу, и режиссерскую, с одной стороны, да, и актерскую, потому что если у нас 3 куплета повторяются, мы, естественно, должны как-то разнообразить. Либо динамический, либо что-то динамический, да, и так далее. Теперь смотрите, вот здесь самое главное ваше, что здесь написано? Аллегретто грациоза, да? Мне кажется, вы немножко утяжеляете все, облегчить все. Особенно вот эти ноты короткие, да, они должны быть более изящные, более близко вот здесь на губах, да, потому что текст мне не очень понятен. Давайте еще разочек попробуем. Теперь смотрите, вот эти скачки, вот вы должны попадать опять на эту ноту ре. Постарайтесь ее услышать, да, пиано. Значит, грациознее все. Вот так тонко, да. Спасибо. И попадать опять туда же, да. Вы немножко грузите каждую ноту, вы море шагаете. Попробуйте облегчить. Уже первая нота грузно. Море. Легче. Спасибо. Бьется. Да, дальше. Что? Какие слова? Бьет? Сейчас спою. А? Не то поете. Давайте первый куплет. Море. А можете пиано спеть? Вы сразу вот эту, может быть, загадочнее больше должно быть, да? Как-то должна быть начальная нота, мне кажется, более загадочно, потому что вы сразу море, море, такой всплеск идет, да? Море, может и такое море быть, правда? Ну, конечно, оно может быть разное, тем более, что Грик здесь ставит нам пиано. Пиано. Давайте. Спасибо. Спасибо. Туда попасть надо, да? И вот это особенно нижняя ре, она должна быть более точнее. Сольфеджио надо, да, и какой-то слог еще. Просто даже вне ритма, чтобы вы эту мелодию хорошо ощущали. Особенно нижний звук, он должен быть поддержан, да, в верхней позиции. Удержать эту позицию, да, падает. Позиция у вас падает на нотке ре, да, нижней. Давайте. Видите, вы кричите, нету загадки, я хочу от вас загадки. Вы должны Зачем нам сразу? Вы весь секрет свой рассказали. Мы сразу услышали с первой ноты все, что происходит дальше. А вы попробуйте нас все-таки вот погрузить в какую-то тайну, загадку. Давайте, пожалуйста, тихонечко. Спасибо, очень хорошо, но теперь дикции нет. Море, море в лучах. Текст. Море в ярких лучах сверкает. Спасибо. В лучах. Почему так громко чах? В лучах сверкает. В лучах сверкает. Не стреляйте. Это слово, и это не ударный слог. Там октава, но ведь вы не должны делать в лучах сверкает. Аккуратно, спокойно. Спокойнее постарайтесь все. Не надо сейчас что-то изображать такое активное. Мы просто созерцаем. Мне кажется, это созерцательная картина. Вы стоите на берегу моря. Море, море, в лучах. Вы стоите спокойно. Давайте. Попробуйте. Тяжелите. Спасибо. Первый звук тяжелый. Вы его погружаете. А вы как бы вот на поверхности этого моря звук. Море, да, не море, море, море. Ну? Молодец. Только бьет. Пой крещендо сделайте. Да, окончание. Нет, далеко звук. Милый, влажными частями губ. Милый,
Прям губами и влажно. Не быстрее проговаривайте. Отстаете. Белые, ну? Хорошо. Не надо здесь замедлять. Да? Да. Замедлять не надо. И, пожалуйста, текст согласные больше. Вот хорошо все было. Вот прям так вот ровненько, речитативно, но пойте. Б. Белый. Да? Белые, белые чайки, белые чайки. Текст должен быть. Белые чайки кружатся стаей. Спасибо. Широко говорите текст. Белые чайки. Скажите мне текст. Белые чайки кружатся стаей. Зачем вы опираетесь? Скажите мне как скороговорку. Белые чайки кружатся. Вот скажите. Белые чайки кружатся стаей. Видите, вы не успеваете. Белые чайки кружатся стаями. Громко, быстрее. Белые чайки кружатся стаей. Глубите звук. Белые чайки кружатся. Вот сюда. Белые чайки кружатся стаей. А легче. Белые чайки. А быстрее. Белые чайки кружатся стаей. Вот. Понимаете? Белые чайки кружатся. А текст нужен. Белые чайки кружатся стаей. Вот. Молодец. Молодец. Да. Ну, значит, и здесь пианиссимо у нас. Представляете? Пианиссимо, да? Так, дальше. Пошли? Вдаль, вдаль, Спасибо. Вдаль, В-Д. Вдаль. На каком? Вдаль. Конечно. вдаль, Смотрите. вдаль, простор манит, дымки розовый море спит, парус чайкою реет. Спасибо. Чайкаю. Не достали, да? Наоборот, сюда вот в щечки. Вы немножко позиционно делаете позицию низко. Сюда, да, звук? Вот сюда. И там же оставить, да? Парус чайкою В одном месте. Текст не понимаю. Не понимаю текст. Секе. Ну, без х, без гортанного звука. Скорее. Да, смотрите, Анечка, да? Анечка, посмотрите, у нас две согласных, всегда мы две согласные произносим на уровне, вообще все согласные звуки мы произносим на уровне какого звука? На уровне гласного. Поэтому сколько бы у вас не было звуков согласных, вы готовите позицию следующего гласного звука. Не потом возникает эта позиция, да, а сразу. Так, можно еще разочек вас попросить с самого начала, давайте попробуем. Все-таки вот этот вот конец, давайте сделаем последнюю фразу, путь скорее, да? Спойте, пожалуйста. И тут еще ретенута, да, у нас есть? Давайте. Прошу? Да? Ария уже в темпе, да? Да. Путь скорее, путь скорее. И здесь нету форте. Почему вы все время форте поете? Ну, такой вот именно вот радость. Радуйтесь, можно и тихо радоваться. Радость бывает разная. Радость бывает громкая, радость бывает тихая. Да? В путь. Ну? В путь. Не готовите а, да? Не должно быть два с, не должно быть несколько согласных, должно быть одно с, одна к и готов, позиция. Путь. Сразу попасть. Вот. Мне кажется, здесь очень хорошо, вот если вы первый куплет бы спели вот как-то так загадать. То есть придумайте для себя картину. Тем более у нас есть текст. Всегда, когда есть текст, это легче всего сделать. Да, сделать какую-то панораму, сделать какую-то картину придумать, мини-фильм какой-то, да? Потому что если мы будем петь одинаковым звуком, это будет неинтересно и скучно. Мы уже устали, да, на втором куплете нам уже неинтересно слушать. Давайте попробуем еще разочек. И текст, смотрите, Аня, текст очень близко на губах,
влажными частями губ исполняйте на зубах. Понимаете, и быстро надо все проговорить, как скороговорочку, да, там, где у вас мелкие длительности звуков. Здесь пиано, потом пианиссимо. Постараемся, давайте выдержим динамику так, как нам предлагает Григ. Хорошо? Давайте. Прям сразу с вас. Море. Спасибо. Я не хочу о ней слышать ти-ра-ти-та-та-та-та-ти-та. Это неинтересно, скучно. Мелко? Да, можно еще четче. Вы им... Ближе. Спасибо, не попадайте вот на эту раз. Та-та. Спойте, да. Вообще поете так на... Больше, вибрант. Да. Попытайтесь спеть с вибрантом губ вот всю песню. Можно попросить вас куплет сейчас спеть? Можно. Вы хорошо знаете нотную, да, текст? Давайте, пожалуйста. Пожалуйста, второй, ну вот пошли, прям сначала. Ну, пожалуйста. Хорошо. А теперь спойте, пожалуйста, все на слог лё. Постарайтесь пиано петь. Спасибо. Не выдувайте, не раздувайте звук. Ровнее все. Тонько. Быстрее. Молодец. Не кричите, не кричите. Спасибо. Достать нотку. Безопорная вот эта нижняя, да, получится? Ля-ля, ля-ля. Вот этот скачок, он должен как будто на одной линии быть, да? Ля-ля, услышать его. Да, надо сначала слышать, потом петь, да? А не так, приземлюсь, не приземлюсь. То есть вот этот вот момент нужно делать. Я вам советую все это выравнивать для того, чтобы как бы, вы могли пользоваться разными динамическими оттенками. Такая живописная музыка, да, романтическая, она требует подхода в динамике разного. И здесь нужно изучить свой голос и так научиться им владеть, чтобы вы могли сделать и пиано, и там чуть поярче, посветлее, какую-то краску. То есть изобразительность, да, владение. Может быть, где-то эфирирование звука использовать. То есть поискать вот эти краски, красоту необыкновенную, просто очень красиво написано произведение. И старайтесь все-таки смотреть в текст, потому что вы иногда делаете от либитум или тенута там, и все остальное прочее. Здесь вот есть определенные требования, да, композитора, которые мы должны все-таки учитывать. Да? Не без того, что произведение, конечно, оно может иметь какие-то отклонения агогические, да, но тем не менее все-таки мы должны соблюдать. А вы не пробовали на иностранном языке петь? Там норвежский. Сложно, да, норвежский. Я пела на норвежском. Пела, да? Угу. Так. А в каком вы в школе учитесь или где? В училище. В училище вы учитесь. Так вы уже профессионалы практически, получается, да.
Я думаю, ну неужели так в школе поют дети? Молодцы. Так. Ну что, я считаю, что, в принципе, мы сегодня то, что нужно было, я показала, в общем-то, чтобы как бы еще дальше, я считаю, что нет необходимости. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Ну, а теперь моя тема. Вот до этого мы всегда с вами слушали, я была здесь, присутствовала, правда, с телефоном в руках, и везде, и в трамвае, и в автобусе, и на работе, и дома, и видела, что здесь происходит, какие здесь были мастер-классы чудесные. И в основном, конечно, вокалисты всегда работают с ребятами или с девочками, или с юношами, которые имеют голоса. Ну вот это легко. Ну, с одной стороны легко, с другой стороны вы видели, сколько мук было, да, когда вот с ними работали педагоги, мастера. И муки этого творчества, академического нашего вокала, оно сводится к чему? Оно сводится к двум вещам. Во-первых, звукообразование, да, равнообъемный звук. Вот сейчас я очень внимательно слушала то, что делает Ольга Александровна. То есть все требуют одинакового объема звука. Все открытые, все и прижатые, и так далее. То есть у нас проблема это первая. Сейчас не буду распространяться, все прекрасно знают. Тут есть и педагоги, и дети, все понимают, что от них требуют. Вот. И есть у нас еще вторая проблема. Это проблема использования регистров. Вот. И очень часто в конкурсах, часто я слушаю детей, да и взрослых тоже, и как будто ощущение, что поет два человека. Если мы в нижнем регистре находимся, мы поем грудным регистром откровенно. Если мы в верхнем регистре поем, мы отключаем грудное резонирование и поем чистым фальцетом. Либо это очень неумело происходит, то есть нет ровности звучания между грудным и головным резонированием. Это вся проблема, это не играет роли вообще какая эстетика. То есть мы с вами сейчас все тут академисты, я думаю, заядлые, да, все вот собрались, все проповедуют академическое направление в пении. Но также точно такие же проблемы у нас есть и у народников, и у эстрадников и так далее. Потому что голос человеку дан для того, чтобы он говорил, и в том числе и пел. Вот. И поэтому, конечно, певческий гласный, певческий звук, он отличается от разговорной речи. И вот чтобы научить, ну вот от природы, когда человек с хорошими данными, их вообще очень мало, этих детей, вот особенно кто работает с детьми, все прекрасно знают, с каким контингентом нам приходится работать. Да и в училище тоже не всегда есть у нас дети с таким певческим тоном, природным, да, все равно педагоги мучения испытывают, чтобы и ровность вот эту создать, и так далее, и так далее. Наши тоже студенты, мы их учим, хотя они там учились где-то более в лучших условиях, где-то в худших. Приходят дети, которые совершенно не обучены певческому мастерству, никак не пользуются ни дыханием, ни звукообразованием, ни соединением регистров и так далее. Вот, поэтому система, о которой сегодня пойдет речь, это фонетический метод развития голоса. Она предназначена для безголосых, вот те, которые безнадежно думают, что у них голоса нет. Оказывается, в природе у нас у всех есть этот механизм певческий, но просто он не запущен. Мы не знаем, как его запустить. Традиционные методы не подходят таким людям. Я перед вами свидетельница того, что в училище и в консерватории мне не поставили голос. Говорю это открыто и с болью в сердце, потому что 10 лет спустя после своей работы я хотела закончить с профессией вокалиста, дирижера, потому что голос претерпевал большие неудобства. Я неправильно пользовалась своим голосом. Вот как раз-таки фонопедия, о котором сейчас пойдет дальше речь, это область дефектологии, которая именно помогает, учит правильно использовать свой голос, и в том числе и в разговорной речи. То есть это дикторы, это лекторы, это учителя начальных или там и не начальных классов, которые много говорят, да, много говорят.
Ну и в том числе, конечно, и в пении. Мы учимся правильно говорить в разных акустических условиях. Есть маленькие классы, есть большие залы, и не всегда такие технические работники, как у нас сегодня есть, с микрофонами. Мы иногда работаем без микрофонов, но нам нужно, чтобы мы озвучили публику, чтобы нас все слышали и так далее, и так далее. В систему заложен механизм сигналов до речевой коммуникации. То есть, когда человек не умел говорить, он что делал? Рычал, кричал, верещал и так далее. Там мамонты ловили, как они? Кричали, безусловно, да? Вот. Звука голоса не было, речи не было, речевого не было. То есть механизм крика, который мы с вами используем в жизни очень редко, весьма, только в экстремальных условиях, если, допустим, там, ну, детям, как объяснить, если, допустим, приснился страшный сон, да, хочется закричать, но ты не можешь, да, закричать, либо если за тобой кто-то гонится, не дай бог, ты можешь там, либо ты заблудился в лесу, ты можешь закричать, да, вот сейчас я разбудила, может быть, кого-то, ну, неважно. То есть это экстремальная ситуация, да, мальчик уже спит. Вот. Экстремальная ситуация, механизм крика, который, в общем-то, мы не используем в жизни. Это на генетическом уровне у нас с вами у всех заложено. И в пении, как раз-таки, изучая вот этот механизм крика заложен в певческую деятельность. То есть энергетика, сам посыл, мы не кричим, но мы используем вот эту энергетику крика. Поэтому мы его изучаем сначала на упражнениях, потом точно так же подключаем и в певческий процесс. Вот. Я сразу, вот, уважаемые коллеги, есть вокалисты, сразу говорю и обозначаю, что эта методика, она не претендует на вокальную. Вот чтобы все понимали. Если вы услышали вначале, я говорила, что это область дефектологии, то есть исправление дефектов речи, да? Если мы со спущенным там, дыханием говорим, если у нас не наработаны автоматы нёба, вот так вот сейчас много звучало слов в нёба, там по-разному вокалисты говорят, но значит, это все должно наработано быть автоматически с помощью упражнений, тренажа, то есть это тренажная система, тренаж мышечной системы. Подготовка, так же, как и спортсмены, прежде чем они начинают заниматься какой-то деятельностью, там, бегуны бегают, ноги качают, там, эти самые силачи, которые поднимают, да, и в цирке, там, и олимпийские чемпионы, они развивают мускулатуру и так далее. Мы с вами должны тренировать нашу мышечную систему. Вы знаете прекрасно, что голосовой аппарат состоит из 3 частей. Это дыхательный аппарат, это артикуляционные органы с голосовыми связками, и это резонаторная система, что сегодня много говорила. Пойте в резонаторы. А как эти резонаторы найти, как их открыть? Вот как раз-таки наша система, она дает нам познание самого себя, чтобы открыть в себе вот эти зародившиеся в нас, которые у нас на генетическом уровне сохраняются механизмы, которыми мы не пользуемся практически в своей деятельности, и тем более в пении, не понимаем, как это делать. Вот. Поэтому нужно сказать, для того, чтобы успокоить публику, которая именно безголосая, к голосистым я не обращаюсь, потому что, ну, хотя здесь есть вот второй уровень, который именно развивает певческий голос, мы покажем сегодня с Сашей его, постараемся вам все показать. Немножко извините, что я долго говорю, но я хочу, чтобы, если кто-то не знает об этой системе, и напомнить и самой себе, и вам, что вы не ждите, что это вокальная методика. Нет, это не вокальная методика, но она очень близка вокальной методике. И она подготавливает механизм. Даже если вам негде распеваться, у меня был такой случай, когда мы в филармонии пришли с хором мальчиков, нам дали гримерку без рояля. Вот. И как ты должен распеться там? Мы распелись с упражнениями, там, покричали, порыкали там, и все остальное. Первое упражнение я не буду вам рассказывать сейчас, потому что займет очень много времени, у нас время ограничено. Моя задача сегодня познакомить с вами с спецификой работы с мужскими голосами, потому что всегда возникают проблемы именно работы с мальчиками. И когда наступает предмутационный
стадия, тем более мутационная стадия, да, а более постмутационная, самая уязвимая, оказывается, стадия. Педагоги теряются, и многие обращаются и говорят, а что с ним делать? Вот он стал басить, вот что я буду с ним делать? Выгонять его из хора, выгонять его из класса, что с ним делать? Или все-таки есть какие-то методы и способы сохранить эти все навыки, которые были в детстве наработаны, и продолжать все-таки петь? Да, наука доказала, что надо продолжать петь, невзирая на мутационные явления. И исключение составляет только период острой мутации, когда уж совсем там мимо-готов, хрипло, сипло и так далее. Саша Бабаев у нас выходец из прекрасного хора мальчиков, который находится в городе Гулькевич. Это наш Краснодарский край. И многие из вас наверняка знают этот хор, он уже существует лет 20, наверное, да? А я там курирую, вот их все время мы поддерживаем отношения, и обучала этой системе, и Елена Петровна Архипенко, и Наталья Геннадьевна Баринова, она сейчас директор и сохраняет свои позиции руководителя этого хора. Они используют эту систему, благодарны, что есть такая система, и что мы можем с помощью этой системы держаться на плаву с безголосыми детьми, которых мы принимаем всех подряд. Кто пришел, тому спасибо. И самое главное, что еще эта система нам дает хорошего, что вначале она налаживает координацию между слухом и голосом, потому что вы знаете, что явление гудошничества – это сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Даже если он слышит, ребенок, он интонирует совсем другие ноты. Ты ему играешь одно, а он поет другое. Тут тоже нарабатывается стереотип вот разговорной речи, то есть мы говорим все в грудном регистре, и женщины, и мужчины. Вот. И наше счастье женщин и детей, что мы поем в фальцетном режиме. У мужчин происходит все наоборот, особенно вот переходного периода. Значит, они говорят мужским голосом и поют мужским голосом. И поэтому мышцы фальцетного голосообразования, они совершенно не участвуют уже в моменте голосообразования любого. Вот Саша у нас проучился в музыкальной школе. Сколько лет, Саша, расскажи, пожалуйста. Давайте я его представлю. Вот, иди сюда, Саша. Так, вот он сегодня был у нас Онегиным. Вот теперь он будет сейчас нам показывать упражнения. Саш, ты которого года учился в школе? Учился с 2007-го примерно. Ну, примерно скажите время, сколько лет ты провел? 11. В школе музыкальной? 11 лет? Ну, плюс-минус, да. Ну, видите, как здорово. Сейчас он 4-й курс, он выпускник дирижерского отделения, он не вокалист. Вот, чтобы вы понимали, поэтому да. Но дело в том, что с ним занимались педагоги по системе Емельянова. И вот удивительно, что совершенно безболезненно, да, Саш, он говорит, что даже не помнит, как произошло явление перехода из одного состояния в другое. То есть это говорит о многом, о том, что и происходит здесь и охрана голоса, и мы учим правильно пользоваться голосом, да, никакого намека даже на форсированный звук. Вы знаете, что с детьми надо работать, обязательно их заставлять, особенно мальчиков, петь легким звуком, никакой форсации не должно быть, обязательно с выработкой певческой форманты, то есть с использованием головного регистра, потому что мальчики, они такие дети, которые хотят побыстрее стать мужчинами. Понимаете? И как только они начинают разговаривать мужским голосом, они пытаются петь мужским голосом. Вы, вот чтобы мальчики здесь, которые присутствуют, не увлекайтесь этим, потому что вам на пользу это не пойдет. И почему вот такая ситуация возникает с мужскими голосами? Сашенька, присядь пока, я еще сейчас 2 слова скажу. Я об этой проблеме могу говорить часами, потому что это целая планета, но она для меня очень близка, потому что вся жизнь моя погружена в эту проблему. Проблему певческого голоса, и в целом и ребенка, и в том числе и мальчика, что очень интересно для меня оказалось. Вот, и когда ты приоткрываешь вот какие-то для себя вот эти познания, видишь в реальности пользу того или иного метода работы, ты начинаешь вдохновляться и понимать, что твоя правильная задача, ты воспитываешь правильно детей.
правильно. И это, мне кажется, для педагога является самым главным критерием, да, правильности или неправильности работы. Что хочу сказать еще, много тоже вас утомлять не хочу, но такие вот вещи, которые вы должны понимать, что для меня было в свое время открытием, когда я прочитала у Емельянова, что во время мутации у мужчин, у юношей мутируют только мышцы, которые отвечают за механизм голосообразования грудного режима. А оказывается, фальцетный режим и мышцы фальцетного режима, они не мутируют. То есть они мутируют, но практически незаметно. И вот в момент как раз-таки мутации мы спокойно можем работать с такого рода юношами или мальчиками, подростками. И мужской голос то же самое происходит. Мы работаем много в фальцетном режиме. Мы не причиняем никакого вреда голосу, мышцам и так далее. То есть мы в этот момент тренируем. Вы понимаете, сейчас сколько много вот мужчин поет как контртенора. И кого-то это удивляет. Почему мужчина поет женским голосом? Оказывается, это ничего страшного и сложного нет абсолютно. Самое главное, что они просто тренируют свои мышцы фальцетного голосообразования. И спокойно. Другое дело, почему они это делают, но это надо у них спросить. Я тут не буду комментировать, потому что здесь, наверное, и какие-то медицинские показания, гормональные, я не знаю, не буду. Я не фониатор, не психиатр, не врач, вот, и я не знаю, почему влечет так пение. Ну, наверное, это вот эксклюзивно, это интересно. Вот, поэтому для того, чтобы мы убрали вот этот стереотип наработанный, да, разговорной речи, мальчики говорят грудным регистром, поют грудным регистром, и создается некий стереотип, который мы должны разрушить. А для того, чтобы мы его разрушили, мы много занимаемся фальцетным режимом. Основная наша нагрузка, вот сейчас мы вам все продемонстрируем. Вы Сашу слышали, как он пел, да? Вот, все здесь были, или вы только пришли, подошли, не слышали, да? Ну, кто-то слышал, да? Слышали, что он пел мужским красивым баритоном. Вот. А сейчас я не буду тогда вас уже утомлять. Кто-то, если мне поможет, раздайте, пожалуйста, методички наши, да? Вот, наверное, всем не хватит, но хотя бы давайте 1 на 2, чтобы вы смотрели, чтобы вам было интересно, чтобы вы не смотрели, просто лицезрели на нас, а мы пойдем на сцену. Так, сейчас мы покажем вас первый, где они у нас? Там, знаете, сначала давайте вот эти. Сейчас, подождите, они не одинаковые. Саша, помоги, пожалуйста. Вот для мужского голоса, нет, это второй комплекс, первый нам нужно. Вот этот первый, давай, подожди. Угу. Вот тут. Нет, а тут, видишь, они разные. Вы их так сложили? Да, вот эти вот откладываем, да. Там нужно как-то вот раздать, просто 1 вот на 3, там, чтобы всем хватило. И открывайте сразу страницу 28-ю. Сейчас вам раздадут методички. Так, пока 1 на 3, там на 2, чтобы всем хватило. Так, если надо, я еще могу дать. Так, это второй уровень. Сейчас посмотрим. Нет, вот для мужских голосов. Тогда, если что, если не хватит. Хватает? Так, откройте, пожалуйста, страницу 28. Тренировочная программа в фальцетном режиме. Значит, сразу говорю, что в каждом упражнении у нас 5 шагов. Каждый шаг имеет 4-кратное повторение. Это своего рода тренажные упражнения. Вот их нужно повторять именно в такой последовательности, да. 28-й нету страницы? Подождите, дайте. Сашенька. Вот он. Вот это он, последний, вот смотрите. Для мужских голосов, видите? Смотрите, еще покажу. Значит, вот здесь у нас тональности везде написаны, внизу, видите, да?
Вот второй цикл, посмотрите, у нас бас-баритон, гляньте сюда, пожалуйста. Вот, а внизу тональности для тенора. Сразу скажу, что в подростковом периоде эти тональности могут меняться. То, что нам предлагается в методичке, это не обязательно, что мы должны именно в этой тональности исполнять. Так, Саша у нас, ему 19 лет. Начинаем мы упражнение. Так, кто не знает, значит, буква R в круглых скобках – это вибрант губ, то, что вот сейчас девушка Аня исполняла, да, бррр, да, бррр. Начинаем так, с этой тональности ре бемоль мажор, тренировка. Пожалуйста, слушаем. Значит, Саша исполняет в четырехкратном исполнении, пожалуйста. Второй шаг. Челюсть идет вниз и вперед. Чуть-чуть вперед нижняя челюсть. Сюда, да, пожалуйста. Третий шаг. Вторая строчка, четвертый шаг. Последний шаг, пятый. Так, вторая программа точно так же исполняется, то вместо вибранта губ продувание звука буква У с закрытыми, почти полузакрытыми губами. Звук проходит через маленькую щелочку, не совсем закрытые челюсти, не совсем зажатые губы. Пожалуйста. Следующее упражнение покажем в однократном исполнении, чтобы экономить время. Значит, мы смотрим глазами на первую программу и видим там второй шаг. Вместо «бр» заменяем буквой «ву». Третий. Вот, каждое упражнение исполняется 4 раза, мы сейчас экономим время. Далее, следующая, третья программа, она использует очень большое количество гласных. Вот то, о чем сегодня мы говорили, наработка идет равнообъемных гласных для того, чтобы в пении потом это почувствовать. Да? Так вот, как бы форма должна быть единая, куда попадают наши гласные. Начинаем с буквы У. Тональность ре бемоль мажор. Там тональности все написаны. Я прям по этим тональностям иду. 3 вверх, 1 вниз. Да, тональность? Пожалуйста, Сашенька. Нисходящее движение терцовое. Нет, гласный У.
форме должны все гласные, да, быть. Все-таки и делаешь. Такая более глубокая, да. Вообще в академическом вокале редко встречается буква И, да. Да? Значит, если кто будет заниматься по этой системе, вы должны знать, что вот этот режим, первый цикл, он должен, как бы вот половина занятий, если у вас 15 минут вы занимаетесь с подростком или с мужским голосом, с юношей, вы должны от этих 15 минут половина потратить на фальцетный режим. Как набрать время? Значит, вот не в терцовом, допустим, изображении, сейчас по одному разу покажем, а в квинтовом. Возвращаемся глазами вверх. Вибрант губ, не терцовое, а квинтовое исполнение. Пожалуйста, Саша. Так 4 раза. Второй шаг. Третий шаг. И в октавном исполнении по одному разику покажем сейчас. Понятно, да? Вот время мы нарабатываем на фальцетном. И точно так же можно и петь и в программе второй и так далее. И также точно с гласными. Вместо терцового, квинтовый понятно, да? И в конце концов и в октавном. Переходим в второй цикл. Вот самый важный и самый сложный является всегда второй цикл. Что здесь происходит? Какой здесь алгоритм? Тут мы учимся переключать голос, нарочито переключать голос, что недопустимо в пении, потому что в пении мы всегда добиваемся ровности звучания. Хоть сверху вниз идет мелодия, хоть снизу вверх идет мелодия, нам нужно добиться с вами ровного звучания. Да? Поэтому здесь мы отделяем грудной регистр от головного с помощью интервалов, начиная с 2 октав и заканчивая терцией, что достаточно сложно. Вот. И вы видите там бас-баритон, мы сейчас познакомимся, потому что Саша у нас баритон, тональности для баритона. Если кто-то будет иметь дело с тенором, пожалуйста, тональности у вас есть ниже. Вот. Сейчас мы начнем с 2 октав. Как происходит переключение регистра грудного в головной? Через глиссандо, нарисованный такой змейкой, да, и через спусковой порог переключения. Значит, что еще очень важно знать, и изучая свой организм, что оказывается наш организм, он саморегулирует. Физические возможности грудного регистра, они ограничены. Поэтому, когда вы слышите, да, что у меня идет переход из грудного в головной, из головного в грудной через спусковой порог, через порог.
точно то же самое мы сейчас переносим в певческий режим. Понятно, да? Еще раз, для тех, кто не видел мой аттракционный номер, пожалуйста, прошу посмотреть и посмотреть, что я делаю. Я ничего не делаю с моей гортанью. Я ее поставила просто, вот как вас просила Ольга Александровна, кто здесь участвовал, все время просит вытянутую гортань, да? Все время небо, все время купол. Вот этот купол как раз-таки формируется автоматически, когда мы многократно повторяем эти упражнения. Поэтому уже купол у вас прирастает так, что вы не можете по-другому ни говорить, ни петь с помощью вот этих тренажных упражнений. Итак, пожалуйста, прошу посмотреть на меня, что происходит с моим ртом. Значит, кто начнет рисковать этим заниматься, советую сразу вот так вот пальчики поставить, чтобы у вас между челюстями не было возможности перейти на горло, да? То есть гласные разные, а соединение грудного и головного происходит за счет саморегулирования моего организма. Я не знаю, когда этот организм сработает и как он, в какой момент он переключится на головной регистр. Я только подготавливаю почву. Я делаю высокую позицию, я вверху удивляюсь, я поднимаю мышцы, я делаю вот эту вот высокую певческую позицию, о которой мы много говорим всегда. Много говорим, а тем более с детьми, да, нужно работать в высокой певческой позиции. Понятно, да? Сейчас мы этот механизм переносим на мужской голос, переход из грудного в головной и наоборот. С помощью глиссанда, с помощью вот этого порога явления, за счет того, что наш организм сам знает, когда ему это сделать. Мы ничего не делаем для этого, мы просто открываем рот. Все. Пожалуйста. У нас 2 октавы. Ля бемоль. Это фальцетный режим. Здесь будет уже мужской голос. Придем мы сюда через глиссандо, через порог. Да? Пожалуйста, энергично. Хорошо? Так, буква У, да? У. Там я, к сожалению, не попадаю уже. Пожалуйста. Саша, старайся не менять позицию. Я ничего не поменяла у себя, да? Подвигаешь губы. И садимся вот сюда. Звук сразу предупреждаю, вам, может быть, он не понравится, но это не певческий звук. Это звук, который дает нам грудное резонирование и который вырабатывает именно силу звука, потому что очень часто и у детей, и у взрослых нет силы звука. Заметили, да? Просто поют напевающим голосом. Поэтому нет тембра, соответственно, нет голоса, нет звука, нет полетности звука, да? Нет ничего. То есть просто напевает, ну вот, хорошей таким манерой, сам для себя. О-о-о, провали, да? Больше глиссанда делаем. Так 4 раза попробуем букву «ы». Я не буду, просто ускоряю время, времени мало у нас. А можно вот эту челюсть отпустить? И язычок еще сюда вывалить, да? Расслабить все. Пошли. Язык ближе. Хорошо, я не показываю все, потому что экономлю время. Следующий у нас шаг – это ундецима, да, квинта через октаву. Тональность си мажор. Кто следит по ноткам? Больше проваливай вниз. Смелее, Саша.
есть и буква, да? Дальше возьмем дециму. Децима, ре мажор, вторая строчка. Смелее, грудные. Октава, фа мажор. Экономлю время, по 4 раза каждое упражнение исполняется, тональности выписаны. Сейчас мы переходим к винте. Третья строчка. Тональность ля бемоль мажор. На А попробуем. Терция, тональность си мажор. Свободнее. Вот обратите внимание, все переходные ноты он спокойно исполнил, да, и тем, и другим звуком. Вот. И самое главное, что знаете, что дает система? Она личность как бы корректирует. То есть наша голова отключается от того, что мы делаем, что очень важно в пении. Потому что когда человек думает, а как я буду выглядеть, а что мне сделать, а как мне попасть на эту ноту, все, пение заканчивается на этом. Мы не должны ни о чем задумываться разными способами. Традиционные тоже, наверное, есть. Психологические расслабления. Кто-то ходит, кто-то бегает, кто-то крутится, кто-то ложится, кто-то садится. Ну, по-разному, все принципы разные. Есть релаксации, упражнения специально, очень хорошая книжка есть о релаксации. Вот. Все методы хороши, абсолютно. Но здесь система, она дает именно коррекцию личности. Он не думает о том, что у него там, какой интервал, каким способом он ее споет. Он просто становится и поет. Вот, и не думает ни о чем. Правильно, Саша? Да. Теперь, пожалуйста, уважаемые господа слушатели, откройте, пожалуйста, страницу 10. Вот после того, как мы проделали вот этот путь перехода из грудного в головной регистр, с мужским голосом, напоминаю, мы переходим непосредственно в грудной режим, с которого начинаем работать с детьми. Вот с детьми мы начинаем работать и с женщинами. Мы начинаем с грудного регистра, переход из грудного в головной, закрепляем все в фальцетном режиме. С мужским голосом наоборот. Очень много работаем в фальцетном режиме, переход из фальцетного в грудной, и затем закрепляется все грудным режимом, тем режимом, которые привыкли говорить и петь мужские голоса, мужчины. Итак, 10-ю страницу нашли. Там будет тональность ля бемоль мажор. Мы спускаемся, конечно же, транспонируем в тональность ре бемоль мажор. Все нашли или кому-то подсказать? У всех? Нашли. Страница 10. Так, пожалуйста, я начинаю в малой октаве тональность ре бемоль мажор. Сразу хочу предупредить, как только у вас юноша начинает мутировать, может быть, для него эта тональность будет низкая.
Вам нужно подобрать для него ту тональность, которая будет естественно он себя будет чувствовать. Не перегружайте голос юношеский, не надо его раньше времени опускать вниз. Ни в коем случае. Нужно так формировать голос, может быть, сначала фа, до, вот квинта, и потихонечку спускаться вниз и где-то достичь где-то ре малая, ре первая октавы. Вот в этом объеме стараться петь, потому что когда педагоги вокальные дают вот такие вот диапазоны для переходного возраста, ну это просто, ну я не знаю, кощунственно для голоса, который еще пока не окреп, пока еще находится в стадии диспропорционального состояния. У него могут быть разные связки, различной длины, у него хрящи еще не окрепли, они формируются, кадык вот этот выходит, тоже там закрепляются все мышцы. То есть механизмы меняются. Те автоматы, которые были наработаны в детстве, они меняются. Их нужно очень аккуратно, нащупывая, вести его прямо вот за руку, тихонечко, спокойными шагами, а не давать серьезную программу, сложную, и думать о том, что вот он уже у нас такой мужчина практически, с мужским голосом. Нет, будьте осторожны. Охрана голоса должна быть, юноши должны петь спокойную лирическую музыку, ни в коем случае не вот скачкообразные, пунктирообразные, которые привык, ну, в общем-то, мальчики любят такой репертуар. Но для того, чтобы именно сделать ровный звук, ровное звучание, необходимо найти какую-то лирическую музыку, спокойную, свободную, чтобы он спокойно выходил вот в это состояние, новое свое состояние, искал себя, находил себя в этой роли. Так, мы переходим с вами, заканчивается мужской тренинг в грудном резонировании. Я беру тональность ре бемоль мажор, там у вас ля бемоль мажор, транспонирую. Первое упражнение на бру. Вибрант губ в грудном режиме. Смелее. И на конце. Чуть-чуть вперед челюсть. Третий шаг. Ближе к «и», да? Смелее, Саш, смелее. Да, громче. Второе упражнение. Крестиками обозначен штробас, скрипучий бас, без высоты звука. В своем режиме покажу. Эстетика не определена, мы здесь не прикрываем звук, мы просто добиваемся громкого звучания. Находим в себе эти резервы, которые сохранила нам природа на генетическом уровне, и смело, прям некрасиво, эстетически некрасиво, можно даже сказать безобразно, но громко, да, громко. Эстетические задачи не решает не решает. Второй уровень, да, а первый нет. Первый только тренажные задачи решает. Пожалуйста, значит, в этой тональности ре бемоль мажор, прошу, открыли ротик, язык вниз. Обратите внимание, что должен быть, ты, кстати, не взял зеркало? Не взял? Взял, да? Далеко? Да, далеко. Надо с зеркалом работать, чтобы видеть себя, да? Пожалуйста, будьте добры. Штробас. Прошу. Громче. Смелее. Сочетание может быть гласных, разные. Ау, ау, губами.
на 3 звука. Дальше в паузу надо хорошо вдохнуть и пропеть громко гласный А, да? Покажу в своем режиме. Рот все время открыт. Пожалуйста. Формируешь красивый звук, да. Прямо Никакой красоты здесь не должно быть, только громкость давай. Как медведь. Резонаторы грудные работают. Вариант этого упражнения. Громко. Вот такая тональность. Вот здесь проваленный звук. Пятое упражнение. Выдувание звука. Аэродинамический эффект. Да, громко. Губы должны формироваться прям такой узкую вороночку. Узкий, да, звук? Твоя тональность. Саша. Да, пошире. Давай. Смелее, смелее, смелее. Держи рот. Пошли. Вот следующее упражнение, шестое, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Оно очень хорошо для задней стенки гортани. У кого есть проблемы с фарингитом, ларингитом и так далее, вы можете спокойно заниматься этими упражнениями, они дают хороший эффект. Такой хороший, что я излечилась от хронического фарингита. В свое время, мне было 18 лет, и врач-фониатр мне сказал, что это не лечится, это будет до конца вашей жизни. Но, слава богу, я год проучилась. Вот Евгения Санны Личман, вот она сейчас присутствует здесь, она меня всему научила. Да, и благодарна очень ей, судьбе, что вот такая система встретилась на моем пути, что я осталась в профессии. Еще и вылечила все свои хронические заболевания. Блестяще. Потому что система оказывает не только тренажные задачи решает, но и терапевтические, и профилактические. Терапевтические лечат, если у вас проблемы с несмыканием, там, узелки, не дай бог, и так далее. Профилактические, если вы не болеете, вы и не будете болеть, потому что вы будете каждый день тренировать свои мышцы голосообразования. Понятно, да? То есть вот такое воздействие оказывает система. И она полезна не только вокалистам, но и всем людям, которые имеют свою профессию, связанную с голосом. Правильно учат пользоваться своим голосом. Итак, упражнение можете с нами сейчас попробовать, кстати, прошу вас. Значит, мы делаем сейчас таким образом, смотрите, ой, и вот губы раскатываю, как у Буратино, знаете,
Сейчас вы почувствуете заднеязычно, как у вас там прям начинается чесаться, массироваться, да, задняя стенка. Попробуйте, пожалуйста, все. Девочки могут, ну давайте все в этой тональности. Ой, ой. Попробуйте. Ой. Саш, вместе с нами. Ой. А вот дальше еще будет лучше задняя стенка у вас там массироваться. Буква Х с мягким знаком. Звука высоты нету звука, да, пошли, только во-во-во, хорошо девушка делает. Пожалуйста, и зубы открыли. Молодцы. Отлично. Еще одно очень полезное упражнение для профилактики всякой инфекции. Значит, надо открыть рот, язычок поднять вверх и прополоскать горлышко. Или проимитировать гуление младенца. Между Г и Р звук. Попробуйте. А ротик открыть. Как полощите горлышко. Делайте каждый день эти упражнения, не будете болеть. Я вам серьезно говорю, это очень важно. Поехали прямо. Хорошо. Рот шире. А нету, высота разве есть у нас звука? Ты прям слышишь, слышу, как поют. Соединяем эти три упражнения, смотрите, а вызывают очень, первый раз, когда люди встречаются с этими упражнениями, они вызывают смех. Это правильно, это нормально. Но потом, когда вы почувствуете пользу этих упражнений, вам станет легче жить, потому что у вас не будет болеть горло, у вас не будет насморка, гайморита, у вас не будет фарингита и так далее. Соединяем, пожалуйста. Ой, пошел. Ой, ой, шире ротик. Ой, ой. Вот, надеюсь, что вам понравились эти упражнения, да? Вот, возьмете на память себе эти брошюрки, будете учиться, заниматься. Если что, кто в Краснодаре живет, будем общаться. Вот, и вообще сейчас нет никаких преград, можно по скайпу заниматься, можно в эфир выйти, в Инстаграм и так далее, в Зум и так далее. Вот, коротко, вот я совершенно коротко показала вам первый цикл упражнений для мужского голоса. Сейчас мы вам покажем еще короче, к сожалению, время у нас ограничено, второй уровень упражнений для мужского голоса, который именно рассчитан для воспитания и развития голоса в академической эстетике. Вот. Что очень важно для нас, потому что, слава богу, я думаю, что такого уровня конкурса мало у нас в России есть, только которые преследуют именно академическую эстетику. Ольга Александровна, вам, наверное, более известно, потому что мы все уже, нам тяжело слушать все время эстрадное пение, народное пение, мы это любим очень. Но, понимаете, это какой-то культ уже становится. Академическое пение, я не хочу слова, все-таки я оптимист. Я хочу думать, что оно не может умереть так просто, правда же? Не может. Но это элитное, элитарное, и мы должны сохранять и беречь. И спасибо конкурсу Ольги Сосновской, что у нас есть такая возможность именно посмотреть детей в таком возрасте с 9 до 21 года, именно академическая манера пения. Вот это важно. Вот это надо сохранять. Это наше достояние. Итак, значит, нужно будет раздать, кто поможет, следующие методички второго уровня. Будьте добры, пожалуйста. Вот следующее. Это вы оставляете себе на память, кому надо, кому не надо, сдавайте. Вот. А сейчас мы прям буквально продемонстрируем упражнения, которых вот сегодня и Ольга Александровна говорила, о двух проблемах. Да? Проблема звукообразования равнообъемных гласных, потому что гласные у нас не одинаковые. А нам легче открыть, У нам сложнее открыть, а они должны быть все в одной форме. И тем более очень, и так далее. И проблема соединения регистров, еще раз повторяю, это тоже большая проблема. Вот, откройте сразу 5-й уровень, пожалуйста. 5-й уровень.
Это страница 23, по-моему. Да, 23. Это второй комплекс фонопедического упражнения, фонопедического метода. И что очень удобно в этом комплексе, что мужские и детские совпадают, вот все упражнения и даже тональности, ну только на октаву выше, естественно, с мужскими. То есть вот я когда работала с хором академическим нашим на дирижерском отделении, мы эти упражнения использовали. Вот. Значит, 5-й уровень упражнений, он включает в себя, первое, фиксация позиционных ступеней 3, 2, 1, с применением, первое, пульсации, второе, субито пиано, субито форте, и третье, готовность к фермате. Вот. Прорабатываются на каждом уроке 3-я ступень, затем 2-я ступень, затем 1-я ступень. Сейчас мы вам продемонстрируем все в однократном исполнении, потому что каждый, ну, я думаю, что вы уже запомнили, что каждый шаг – это система для того, чтобы выработать тренаж, вот этот, да, по времени, мы должны исполнять 4 раза. Но мы будем сейчас, для того, чтобы экономить время, покажем по одному разу вам, да. Откройте, пожалуйста, 5-й уровень, там написаны тональности. Ре бемоль мажор, ну в мужском голосе, вот, ре бемоль мажор, ми бемоль мажор, и возвращаемся в ре мажор, да, в ре мажор. Есть такой подход, здесь смотрите, это ты, да, вот ну, я пою своим женским голосом, а ты, пожалуйста, мужским, давай. И первое упражнение с пульсацией. Сау-сау, сау-сау, сау. Хорошо? Сау-сау, сау-сау, сау. Сау-сау, сау-сау, сау. Субито пиано. Сау-сау, сау-сау, сау. 4 раза каждое упражнение. Готовность к фермате. Ты меня так вот полубоком встань, чтобы видел, да? Сау-сау, сау-сау, сау. Это фермата. Пожалуйста. Сау-сау, сау-сау, сау. Хорошо. Следующие будут сочетания буквы, слова кхыа, кхыа. Упражнение 1. Вторая строчка кхыа, 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 кхы. Кхыа, кхыа, кх. Кхыа. Субито пиано кхыа, 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 кхы. Еще и вибрато. И вибрато добавляй, да? Еще раз. Да. Вибрато делаешь, субито не делаешь. Кхы, кхы. Субито пиано. Фермата. Хорошо. Дальше переходим к сочетанию звуков чеа-чеа. Чеа-чеа, чеа-чеа, чеа. Пульсация. 4 раза. Чеа-чеа, чеа-чеа, чеа. Субито пиано. Не меняй ничего в гортани. Чи, чи. И гортань не остается. Давай. Смелее. Чи-чи. Позицию, видишь? Чи, чи-чи. Высокая позиция.
Хорошо. Ну вот проработали так быстро мы с вами именно третью ступень, но учитывая, что каждое упражнение будет исполняться в 4-кратном исполнении, это достаточно большая нагрузка. Второй урок мы делаем, прорабатываем вторую, 4-е, пожалуйста, упражнение. Посмотрите. Тональность ре мажор. Пульсация еще пока Саше не удается, надо больше над этим работать. Но мы просто практически не сделали это. Я с ним не занимаюсь. Я и учу его дирижировать. Вот. Поэтому педагог с ним занимается по вокалу, вот Шарлуян Наталья Сергеевна. Я просто вот показываю как бы как мастер-класс, да, систему. Мы этим не занимаемся. Просто для вас, чтобы это было понятно, что это такое. Так, значит, фермата, готовность к фермате, Сашенька. Хорошо? Что гортань это к, да, оттуда. Как сплевываешь, как откашливаешься, да, вот активно. Буква Х, да? Да? Так, хорошо. Возвращаемся. Дальше ЧА, да? Без ферматы. В темпе. Пошли? Вот, мы закончили второй урок. Дальше посмотрите, пожалуйста, упражнение 7. Прорабатываем первую ступень. Напоминаю, что каждое упражнение звучит 4 раза. Тональность ми бемоль мажор. У нас время еще есть? Есть, хорошо. Поехали. Пульсация. Быстрее шевелим губами и губами формируем звук, да? Поехали. Субита. Пошли. Фермата. Да-да-да, немножко пока сейчас не удается еще вот это, да? Пульсация внутренняя. Так, хорошо. Старайся, чтобы х тоже проскакивало, да? Пошли.
держаться. Вперед подавай звук. Убираешь вот эти места, да, уголочки. Давай вперед. Спасибо, Сашенька. Глубже. Головной тоже подключаем. Хорошо. Ну вот коротко показали, как происходит третий урок. Дальше сейчас также коротко покажем четвертый цикл. Здесь мы уже переходим на трезвучие, прорабатываются первая, третья, пятая ступени по трезвучию. Первое упражнение в ми бемоль мажоре. Это четвертый цикл, первое упражнение, страница 25. Кто следит? Здесь одни гласные звучат, Саш, помнишь, да? Да. То есть первый слог са, а потом о, губами, да? Минимальное движение губами, да? Минимальная артикуляция губами звук. Пожалуйста. Полный объем, да? Внутри. Немножко приподнять позицию, да? Немножко она такая, устал уже сегодня. Давай. Субита, Сашенька. Да, поехали. Субита, Сашенька, устал уже. Давай. Гласные равнообъемные. Ну, позиционно чуть-чуть повыше все, да? Точно так же мы на втором, вот сейчас мы проработали пятую ступень, точно так же мы прорабатываем третью ступень, это страница уже следующая, 26-я. Второе упражнение. Тональность соль бемоль мажор. Поехали. Смотри. Больше микстуй, больше головного, да, светлее. Саша, надо форте сначала поставить, а потом, да, субита. И все это, да, и все это гортань открыта, хорошо. Давай. Хорошо. И последняя проработка первой ступени, это упражнение номер 3, там же, да, чуть-чуть ниже. Тональность ля мажор. Со, со, у тебя со, со,
Ну и последний, третий цикл мы вам сейчас покажем на этой же странице. Первое упражнение. Увеличиваются интервальные от терции и доходим до, по-моему, децима, да, или даже децима. Такой подход. Значит, подготовка к упражнению. Давай. Нет, нет, это я показываю в своем режиме. Вот твоя тесситура. Потом и потом переходим, да, давай. О. Спасибо. Кон вибрато, глиссандо, да, все исполняется. С третьей на первую, с первой на третью, да? Пожалуйста. Спасибо. Не затягивай. О. И губы все время вперед устремляются, да? Не надо их никуда отклонять. Пожалуйста. Смотри. Глиссандо туда-сюда. Скатываемся, да? Туда-сюда. Больше глиссанда. Да, больше глиссанда. Возьми себе упражнение. Понял, да, как? Пожалуйста. Хорошо? О-а, слышали? О-а. О. Давай. Не спать, не спать. Смотри, какая у тебя, Сашенька, все хорошо, у тебя О спускается. Равнообъемная О. Должна быть так, ты поверь. Вот О. Старайся держать форму, да? Давай. По 4 раза делаем. Не задерживаемся. Чи-а. А-э. Сделали чья? Сделали все. Переходим ко второму упражнению, которое у нас идет по квинте. Да? Хя. Светлее. Саш, старайся светлее все-таки. Микстуй, пожалуйста. Так, возвращаемся. Октавное движение. Через глиссандо. И скатываемся вниз также в глиссандо. А-о. АО, да. О-а, наоборот. О-а. О-а. Больше глиссанда.
хочу. Дальше следующее будет еще упражнение там. Да? Не пойдем дальше, не будем рисковать, уставший он. Вот, ну, то есть вот этот второй уровень, он уже все устали, зрители уже практически все разошлись, да. Вот этот второй уровень, он, конечно, дает нам хороший заряд для развития на эстетике академического вокала и достаточно большую тренировку оказывает на развитие диапазона и вот всех качеств, которые нам необходимы для академического вокала. Это и вибрато, это и высокая певческая позиция, да, и певческий тон, о котором мы все время говорим, и микс, да, вот микс, да, филировка звука. Вот на вот этих упражнениях в четырехкратном, когда мы последовательности изображаем. Ну так вот он сделал физиологически, это, видимо, необходимо для физики организма, чтобы именно эффект тренинга создавался, тренировочное упражнение оказывал воздействие. Вот. И при всем при том, что я вам напоминаю, что еще этот метод, кроме тренажа, дает нам и терапевтическое воздействие, и профилактическое. Вот. Что занимайтесь, будьте здоровыми, не будете болеть, не будете уставать, потому что это крайне важно для вокалиста, не уставать. Если вы устаете, чувствуете какой-то у вас там ком в горле или что-то там, ну, вот, чувствуете связки, дискомфорт, который я ощущала все время, вот я вам говорила, первые 10 лет, когда я работала, я ощущала вот эту вот комплекс неполноценности, потому что у меня жутко уставал голос, я им просто неправильно пользовалась. То есть это область дефектологии, фонопед – это тот человек, который учит пользоваться своим голосом, правильно пользоваться своим голосом. А это очень близко к нашей профессии вокалистов, очень близко. Вот. И поэтому для того, чтобы быть все время в строю, надо иметь здоровый голосовой аппарат. А для этого его надо тренировать и знать методы работы. Поэтому спасибо большое Виктору Емельяновичу, что он придумал такую замечательную систему. Самое главное, что мы знаем, что делать с мальчиками во время мутации. Вот это самое главное, это самое ценное, потому что они попадают как раз-таки у нас в разряд. И в музыкальной школе эти проблемы сталкиваются, и в училище тоже. Приходят дети с детскими голосами, потом они резко начинают мутировать, и мы не понимаем, что с ними делать. Оказывается, можно с ними делать, и очень даже здорово развивать их, держать в строю, вот, на плаву, так скажем. Вот. И самое главное, мальчики не должны бояться перехода вот этого голоса. Психологическое воздействие оказывать, всячески поддерживать. Я понимаю, что у меня уже время закончилось, да? Вот, но мне уже вот так вот показывают там на заднем плане. Вот. Может быть, какие-то вопросы? Я вас не утомила, 2 часа мы с вами были вместе. Я понимаю, что, может быть, кому-то, кто-то это впервые видит, кому-то это неинтересно по роду, вы еще не дошли до этого, может быть. Но, в принципе, конечно, перспектива системы хорошая. Только нужно, конечно, ее изучать очень глубоко и желательно в очной форме, не в заочной. Потому что сейчас вот эти все скайпы, это все хорошо, но эта система требует очного общения. Вот, дерзайте. Большое спасибо, Татьяна Александровна. Большое спасибо всем членам жюри, которые принимали участие в сегодняшних и вчерашнем мастер-классе. Вот эти встречи, безусловно, очень дорогие, я бы даже сказал, бесценные, потому что вот тот обмен опытом, он очень помогает в развитии, в поддержке, ну и всегда узнаешь что-то новое на таких мастер-классах, это безусловно. Спасибо всем огромное, всем тем, кто сегодня был с нами в прямом эфире, спасибо всем тем, кто будет смотреть эту видеозапись. Напоминаю, что мы проводим мастер-классы в рамках проведения 20-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Нам посчастливилось провести в очном формате открытие конкурса. Это концерт членов жюри, лауреатов конкурса прошлых лет, который состоялся 24 марта 2021 года. И 2 дня замечательных мастер-классов 25 и 26 марта 2021 года. Мы теперь продолжаем работу над нашим конкурсом. Члены жюри начинают прослушивание
видеозаписей конкурсантов, видеозаписей 74 человек, которые заявились на наш дистанционный конкурс. По графику конкурса, который выложен на нашем канале в YouTube и на сайте конкурса vokal.erkomi.net, можно посмотреть подробное расписание конкурса, внимательно посмотреть, когда будут проходить прямые эфиры. Это, во-первых, подведение итогов первого тура, объявление результатов, кто проходит во второй тур. Далее, опять же, на сайте конкурса можно посмотреть, когда будут проходить мастер-классы и лекции членов жюри в рамках конкурсных мероприятий, а также в рамках курсов повышения квалификации, которые организованы специально для наших педагогов вокальных дисциплин и для концертмейстеров. Прием заявок на курсы повышения квалификации заканчивается 12 апреля. Пожалуйста, поторопитесь, я думаю, что это будет всем очень интересно. Затем, опять же, в прямом эфире пройдет подведение итогов, и 25 апреля 2021 года здесь, в Краснодаре, мы планируем проведение гала-концерта лауреатов конкурса. Ну что ж, друзья мои, я все-таки хотел бы сюда пригласить сейчас председателя жюри конкурса Ольгу Александровну Сосновскую, просто сказать пару слов для тех, кто сегодня здесь с нами в зале, и для тех, кто с нами в прямом эфире. Ольга Александровна. Ну, я хочу, конечно, поблагодарить всех вас, кто пришел, потому что, я думаю, для вас это будет неоценимый опыт. И, конечно, хочу поблагодарить и Татьяну Александровну, и всех остальных членов жюри, кто на протяжении этих 2 дней делился своим мастерством, своим опытом, своими знаниями с вами. Я думаю, что это бесценный опыт, и он пригодится вам еще через много-много лет. Вы еще будете вспоминать. И я для себя, Татьяна Александровна, спасибо вам, для себя очень много действительно почерпнула, потому что в моем классе тоже есть мальчики, с которыми специфически надо уметь заниматься. Успехов вам обязательно в этом ли конкурсе, в другом, просто в жизни. И, конечно же, крепкого здоровья. Пусть эта пандемия наконец-то закончится, и мы будем с вами общаться, ездить, путешествовать, петь. Вы знаете, как трудно петь, когда ты не видишь глаз. И спасибо огромное Краснодару за то, что мы наконец-то смогли посмотреть, услышать, пообщаться и даже пообниматься с некоторыми. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо операторам. Спасибо всем тем, кто нам помогал, да, кто сопровождал нас, поддерживал и так далее. До встречи в прямом эфире. Будьте внимательны, смотрите нас на сайте конкурса, на нашем канале YouTube. Смотрите, 29 августа большой гала-концерт из Сыктывкара, в котором примут участие наши члены жюри, лауреаты конкурсов «Звезды оперного Олимпа». Смотрите нас на московском конкурсе с 30 октября по 5 ноября 2021 года. И еще хочу напомнить о том, что у нас есть такой приз зрительских симпатий. Это как раз те голоса, которые вы можете отдать за любого понравившегося вам на видео конкурсанта. То есть чем больше лайков получит тот или иной конкурсант, тем больше шансов у него выиграть. Да, у нас на прошлом конкурсе такой приз получила девушка из Праги, позапрошлом году из Республики Коми. Она набрала, по-моему, 6 тысяч голосов. 9, да? 9. Нет, сейчас 9, а та 6. Да. Вот поэтому, я думаю, Краснодарский край, если вы своих поддержите своих участников, лайкайте. Успехов, удачи, у вас очень хорошие голоса, я еще раз повторюсь. Все, кто был у меня на мастер-классе, я просто была поражена, потому что, знаете, вот юг есть юг. Материалище, да? Поэтому успехов вам дальнейших. Не разбрасывайтесь, берегите свои голоса, потому что вам дал это Господь Бог сверху. Делитесь ими. Ладно? Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания.